Меня пригласили для того, чтобы оценить рекламные ролики. В этом моя главная функция. Надеюсь, что эксперт. Я даже возглавлял жюри, которое раздавало призовые места участникам. Наряду с небольшими туроператорами, в том числе и с Коми, были представлены, например, ролики, подготовленные Министерством туризма Каталонии. Это одна из самых совершенных, я считаю, идеальная машина туристическая, каталонская. И, конечно, я предложил исключить их ролики из соревнования, потому что это битва Давида с Голиафом. Силы не равны. Если оценивать ролики, исходя из положения о конкурсе, которое достаточно внятно определяет, какие именно конкурсы могут принимать участие ролики и что именно они должны рекламировать, то работа, в общем, соответствует этому положению. Те, которые были допущены к голосованию, потому что там было прислано какое-то количество роликов просто про красоты. А тут нужно было конкретно лучший семейный туризм или лучший туризм массового направления. Но поскольку мы говорим все-таки о таком продукте, имеющем некоторое отношение к искусству, то тут все, конечно, слабее. Это, они соответствуют уровню развития регионального, районного телевидения зачастую. В общем, вот с этой точки зрения это скорее самодеятельность. Хотя, в общем, там было 15 работ, и всего 3 номинации. В общем, выбор сделать было несложно. В числе лидеров оказались и ролики, сделанные в Коми. И один из них, кстати, получил приз зрительских симпатий. А голосовали в том числе и иностранцы, которые ничего не понимали. И тем не менее, вырвался абсолютный лидер. Это одна из туристических достопримечательностей республики. Знаете, есть такой анекдот, когда, его рассказывали и про Ельцина, и про Путина, когда возвращается он выпивший, и его спрашивает жена, где ты был, и если ему не удается произнести слово «инаугурация», то, значит, ладно, понятно. Я не в состоянии, я выучил слово «теотиуакан», но вот как называются эти удивительные столбы, я не могу повторить. Я не только не видел, но даже никогда не слышал об этой удивительной красоте. Поэтому мне не с чем просто было сравнивать. Это удивительно. Если бы они стояли в каньоне, наверное, это было бы похоже на что-то из того, что я видел. А поскольку они стоят тут на пустом месте, вокруг них нет гор, в этом действительно есть что-то такое таинственное и впечатляющее. Все, что способствует популяризации России, мне нравится. Потому что мы действительно знаем Турцию и Египет, мы как народ, лучше, чем Мань-Пупунер. У меня получилось. Или Астраханский Кремль. Кто знает, кто видел. А это замечательное архитектурное сооружение. Поэтому все, что этому способствует, это хорошо. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые это организовывали, включали серое вещество для того, чтобы такого рода конкурсы не омрачались идиотизмами, вроде того, который произошел на этом голосовании. Потому что понятно, что символом России не может быть ни мечеть, ни церковь, ни тем более, конечно же,
мечеть в Чечне, какая бы она красивая ни была. Это такая хроника смерти, о которой знали заранее, такое есть у Маркеса произведение. Вот можно было бы, когда они включали это в голосование, можно было бы просчитать, что это обернется таким неприятным эпизодом. Это досадно. Хорошо бы, если бы в составе рецепта блюда, которое называется «национальная гордость», было бы что-нибудь еще, кроме природных красот. Причем что-то такое, что имеет отношение не к событиям середины прошлого века, а желательно созданное сегодня. Раз такого нет, почему бы и красотами не восторгаться. Тем более, что у нас есть чем восторгаться. Меня это не задевает. Американцы гордятся Гранд Каньоном и продают его как туристический продукт, нисколько не стесняясь. Да и, я считаю, приполярный Урал может покруче каньона будет. Это очень сложная тема. Вот вчера было заседание правительства, на котором господин Медведев, драл за уши министров, потому что плохо исполняются некоторые федеральные целевые программы. В том числе, в числе одной из наиболее плохо работающей оказалась федеральная целевая программа по развитию туризма, рассчитанная до 2018 года. Дело в том, что там не только министры виноваты, виноваты и даже не регионы, но и сама программа, которая сделана идиотски. Она предполагает финансирование инфраструктуры, что, в общем, само по себе важно. Но я, например, знаю места, которые нуждаются в государственной поддержке, но, к сожалению, не в инфраструктуре. Инфраструктура у них уже есть, и они не могут участвовать в этой программе, потому что это только инфраструктура. Там дороги, трубы, линии электропередач. Это не все. Очень хорошо, что наши начальники наконец-то их клюнул в одно место петух жареный. И они, спасибо, что хоть обратили внимание на эту сферу. Потому что это общеизвестно, что туризм – это самый динамично развивающийся мировой бизнес. Где-то в декабре Всемирная туристическая организация объявила о том, что миллиардный турист поднялся в воздух. То есть из населения в 7 миллиардов миллиард путешествует. И мы, которые сонно спим на нефти, газе и лесе, этим долго не занимались. Люди, которые всегда умнее и лучше, чем правительство, на местах очень многое делают. И куда ни приедешь, обнаруживаешь, такие жемчужинки очень приятные. Там, в Якутске, я вам скажу, музей льда, да ничуть не хуже знаменитого шведского ледяного отеля. Но зачастую вот эти все инициативы, они носят характер самодеятельности. И это не вина людей, это их беда, потому что им нужно помогать, им нужно объяснять. Есть какие-то вещи, которые не могут быть сделаны только за счет частной инициативы. Как бы вы ни старались, но пока не будет отменен НДС на внутренние перелеты, и покуда билет не станет доступен критической массе путешествующего народа, ничего не будет происходить. Покуда не будет отлажены правила игры по лицензированию гидов, по сертификации гостиниц, по тому, как правильно должно быть все устроено. На этом пути у нас у всех будет много трудностей. У меня не выходит сейчас программа
И может быть, она когда-нибудь начнется, если придумается формат правильный, если звезды расположатся, найдется финансирование тоже для программы «России». Это дорогое и трудоемкое удовольствие. Пока вот завтра нет. Тогда послезавтра ждем. Договорились.